қарата, хатын қызда иратқа қарата шахват, страсть болмаса, көбісі үйленмес еді. Көбісі күйеуге шықмас еді. Балалар тудырмаслар еді. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә шушы шахват белән безне нишләтә? Әтиләр әйтә, әниләр әйтә, кешелекне яшәтә. Шул ук тормышка мәхәббәт булмаса, кеше көрәшмәс иде. Әз генә бер җир авыртса, тизрәк бауга менер иде, тизрәк башка юлны эзләр иде. Ләкин Аллаһ Тәгалә көрәшергә безгә көч бирә шушы тормышка мәхәббәт белән. Беләбез, хәтта пәйгамбәрләрнең дә яшисләре килде. Муса алейхиссалам үлмәс өчен үлем фәрештәсе белән сугышты. Шуңа күрә нәфессез булмый, әмма нәфес тагын бер зур максат нинди? Нәфес булмаса, көрәш булмас иде. Бу дөнья ул көрәш дөньясы. Нәрсә әйтәсем килә, в этом заключается прелесть испытания. Нәфес. Нәфес теләми, син шушы нәфесеңә каршы чыгасың. Нәфес бирмәди, садаканы син бирәсең. Нәфесең әйтә, йокла ди, тагын 5 генә минут ди, тагын 10 генә минут ди. Син торасың, гыйбадәтеңне кыласың, тахаҗҗүдеңә барасың, намазыңа барасың. Шуңа күрә безнең бөтен максатыбыз нәрсә? Менә шушында нәфес белән көрәшү һәм Аллаһ Тәгалә безнең ипи белән судан да безне тыйып, ул да шулай ук безнең нәфесләребезне зәгыйфләндерә. Нәфесләребезне йөгәнлибез без. Кулда тотырга, әлхәмдүлилләh, Аллаһның рәхмәте белән ирәнәр. Һәм Рамазанның да, уразаның да максаты шул. Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Кутиба алейкумус-сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум. Сезгә кадәр булган халыкларга әмер ителгән кебек ураза тоту сезгә дә әмер ителде. Ни нәрсә диде ахырда? Лааллакум таттакун ди. Быть может, вы станете богобоязненными ди. Бәлки сез Аллаһка тақва булырсыз ди. Тақва булу нәрсә? Аллаһның әмерен үтәү, тыйганнарыннан тыелу. Димәк, ураза тотуның максаты безнең тақвалыгыбызны арттыру. Без Аллаһның әмерләренә күбрәк буйсынырга, харамнарыннан ныграк тыелырга тиеш. Бу нәрсә? Бу нәфес. Нәфесне җиңәргә кирәк. 5 вакыт намазыңны торгызу, ул нәфесне җиңү. Үзеңне салкын сулар белән тахарат алдырып тахаҗүдкә торгу, ул нәфескә каршы чыгу. Һәм нәкъ шулай ук уразасы да. Мәсәлән, шул ук уразадан соң да у нас есть вариант кайтып йокларга. Ник килдегез җыелып менә? Барыгыз да. Нәфес китерми. Калбтәге иман китерә. Аллаһка мәхәббәт китерә. Нәфес әйтә, булдабыз иде. Уразаңны тоттың, бар кайтып ят ди. Йоклап алды, әзрәк үзеңне ял иттер ди, эшкә барасың бар ди. Шуңа күрә нәфес китерми таравихка, нәфес китерми мәчеткә, нәфес бирдертми садаканы. Безнең иманыбыз бирдертә. Һәм мәдрәсә, ураза мәдрәсәсе дә безгә шуны бирә. Шулай ук ураза ул гарәп телендә саум дип атала. Саум. Саум сүзенең мәгънәсе ул телдәге мәгънәсе, нәрсәдәндер тыелу. Воздерживаться от чего-то. Һәм без беләбез, ураза китабында уразаның мәгънәсе нәрсә? Таң беленгәннән алып, кояш байыганчыга кадәр ризыктан, ишемлектән, җинси мөнәсәбәттән Аллаһ ризалыгы өчен тыелу. Ләкин гарәп телендәге аңлатмасын алсак, ул тыелу дигәнлеген аңлата. Һәм бу сүз килә Мәрьям сүрәсендә. 26 аятта. Мәрьям нәрсә дип әйтә? Мин Аллаһ ризалыгы өчен ураза тотам ди. Саум сүзен кулланып, һәм нинди ураза тотам ди? Бүген беркем белән дә сөйләшмим ди. Я сегодня буду поститься ради довольства Аллаха и сегодня ни с кем не буду разговаривать ди. Һәм тәфсирдә галимнәр әйтте, бу урында, бу очракта Мәрьямнең уразасы нәрсә булды? Сөйләшүдән тыелу. Беркем белән дә сөйләшмәү, ул аның ураза булды ди. Менә бу күрсәтә уразаның мәгънәсе нәрсәдәндер тыелу. Шуңа күрә күбебез ураза дигәч күз алдына нәрсә китерәбез? Нәрсә ул ураза? Ашамыйбыз, эчмибез. Ягъни ризыктан, ишемлектән тыелып торабыз. Бик кызулар, бик яшьләр инде өченчесендә истә тоталардыр инде. Шулай бит. Халал хатының да харам булып тора. Кояш байыганчыга кадәр. Җинси мөнәсәбәттән тыелу. Ләкин менә безнең күбебезгә ураза тоту, ураза гыйбадәте, ашаудан, ишүдән тыелу кебек
көрінсе де, ғалимләрібіз, изгі сәләфләрібіз, сахабалар, табиғиннар ураза ғибадетінде, қарағыз, кішінің ризық һәм судан тыйылуы уразаның ең жеңілі дегенлер. Ең жеңілі. Яғни, это самый простой, самый легкий вид поста, когда человек оставляет еду и питье. Ничек келіп шыға? Получается, пост, несмотря на то, что в книгах поста это воздерживание от еды и питья и половых отношений, мы должны понять, что это самый простой, самый начальный этап поста. Вот как этот минбар, но тут только 3 лестницы, да? А у поста лестниц куда больше. И то, что человек дошел вот до этого первой ступени, он, альхамдулилля, ради довольства Аллаха, сколько лет постится, то есть оставляет еду и питье. Это самый начальный этап поста. Если праведные предшественники считали, что это самый легкий, самый первый этап поста, получается пост, значение поста, глубина поста намного глубже. Значение намного выше. Шуңа күрә, и поэтому, дорогие братья, как только Рамазан покидает нас, многие перестают поститься. Хотя пост на самом деле это воздерживание человека не просто от еды и питья, а от всего того, что Аллах Тааля сделал запретным. От всего того, что Аллах Тааля сделал для нас запретным. Поэтому хочу открыть такую интересную тему, иншаллах, которая, на самом деле, я надеюсь, для всех будет интересной. Мусульманин, когда делает намерение поститься ради довольства Аллаха, он должен дойти до того уровня, чтобы каждый орган его тела, он постился. И не только во время месяца Рамадан. Потому что вот этот пост, когда твои органы, глаза, зрение, слух, твой язык, твои руки, твои ноги, когда они воздерживаются от запретного, здесь после магриба разговения нет. Ифтар хлеб булны. Шлабит? То есть хлеб, который Аллах Тааля сделал для нас харамным, вода, которая стала для нас харамной, твоя любимая жена, которая стала для тебя харамной во время поста, после захода солнца они становятся для тебя халялем. Но есть вещи, которые никогда для нас халялем не станут. И это харамы, от которых мы должны воздерживаться всю свою жизнь, пока ангел смерти не заберет нашу душу. И поэтому, когда Умар ибн Абдул-Азиз стал халифом, он позвал к себе 3 ученых. И каждый ученый ему давал какие-то советы. И один из этих ученых ему сказал: «О, Амир, постись от этой дуньи, и пусть смерть твоя будет ифтаром». То есть воздержись от этой дуньи. А мы знаем, Умар ибн Абдул-Азиз это был олигарх. Он был очень богатым. У него было очень много денег. Ему специально привозили благовония, которые наливали на воду, где стирали его белье. Крин юганнар, киимнарен. И когда вот эта вода оставалась, люди стирали в этой воде свою одежду. Потому что вот эти масла, они были очень дорогими. И никогда после Умара не выливали эту воду, передавали друг другу. На самом деле был очень богатым. Но когда он стал халифом, вот этот ученый сказал ему: постись от этой дуньи, и пусть смерть твоя будет ифтаром. То есть ифтар где? У Аллаха, в раю. Вот поэтому есть, дорогие братья, такой пост, который никогда не закончится. Ни после магриба, ни после месяца Рамадан. Это пост, когда мы должны оставить все запретное. И
весь смысл месяца Рамадан, весь смысл того, что Аллах запретил нам даже хлеб. Вот я еще раз привожу этот пример, чтобы вы другим это объясняли. Буквально час назад, или там чуть больше, да, до Магриба, я мог прийти к вам и сказать перед Магрибом: братья, хлеб харам. Кто-то может удивиться, кто-то может сказать: как хлеб харам? Хлеб харам, пока не зашло солнце. Вода, чистая вода, это харам для нас. Почему? Если ты выпьешь, ты исправить должен свой грех в течение скольких дней? 60 дней. Поэтому это харам. Но эти харамы, и жена твоя харам для тебя. Как? У нас никах есть. Все равно харам. Потому что ты на посту. Но как только сядет солнце, этот хлеб, он снова станет халяльным. Эта вода снова станет халяльной. Твоя жена снова станет халяльной. Но есть очень много вещей, которые после захода солнца они не станут халяльными. И вот поймите смысл поста. Если кто-то думает, что Аллах вот хочет, чтобы мы голодными походили, для этого пост не нужен. Аллах может просто забрать еду, дать нам голод. Аллах сакласын. Сегодня, в 21 веке, когда уже космос наш, столько стран, субханаллах, которые досыта не могут хлеба поесть. Столько, и, кстати, среди этих стран очень много мусульманских стран. И это не просто так. Так ведь? Поэтому Аллах, не надо ждать Рамадана, Аллах может так нас испытать голодом. А может так, что Аллах может нам дать очень много еды, но забрать наше здоровье. Мы просто будем смотреть на эту еду. Мы когда были студентами, ашта кубашы едік, бабайлар айталар еді: аша өткенде, шәкірт аша, қартайға шүтмеу деп. Вот поэтому у кого-то еды много, но он не может есть ее. То ему это нельзя, то это нельзя. Поэтому Аллаху не нужно ждать Рамадан, чтобы он нас видел голодными. Но Аллах Тааля воспитывает нас, запрещая нам даже хлеб и воду, и халяльную нашу жену, запрещая нам временно. Аллах учит нас, помогает нам обуздать наш нафс, и чтобы мы научились воздерживаться от запретного. И Джабир был такой сподвижник, который передал очень много хадисов. Джабир ибн Абдилля, радиаллаху анху, передает: если ты будешь поститься, то пусть постится твой слух. Так же, как ты сегодня сделал сухур и сделал ният, намерение поститься, то есть воздерживаться от еды и питья, ты делаешь ният, чтобы постились твои уши. То есть от всего запретного. Пусть постятся твои уши. Пусть постятся твои глаза. Сначала уши, потом глаза. Пусть постится твой язык. Кстати, пост языка – это самый сложный. Иногда намного проще справиться с желудком, заставить его там 10-15 часов голодать, поститься, но обуздать свой язык иногда даже на несколько часов очень тяжело. Так ведь? Поэтому он сказал: пусть постится твой слух, пусть постится твои глаза, постятся, пусть постится твой язык. От чего? От лжи и от всего греховного, то есть все твои органы. Остерегайся причинять вред соседу. То есть он уже дальше перечисляет. И сделай так, чтобы день твоего поста, он отличался от дня твоего разговения. То есть пост — это говение в старом языке, да? То есть саум, а разговение — это ифтар. То есть день, когда ты постишься, и день, когда ты не постишься, они не должны быть одинаковыми. В день поста ты должен быть другим. Если вчера, буквально вчера, ты где-то что-то себе позволил, с кем-то там поругаться, повысить голос, да, где-то позволил себе предаться пустословию, сегодня ты на посту. И ты должен быть бдительным. И ты должен сделать так, чтобы и уши, и глаза, и каждый орган твоего тела, они постились. То есть
воздерживались от всего запретного. И ученые говорят, самое странное в нас то, в людях, вот это странно. То есть разум человека не может с этим согласиться. Самое странное у людей то, субханаллах, смотрите, какой пример. Они целый день воздерживаются от хлеба и воды. Хлеб – это халяль, вода – это халяль. Но они в то же время что делают? Ифтар запретным. То есть он идет, покупает мясо, и он не знает, это халяль или не халяль. И столько таких людей сегодня. Немало. То есть они только днем еще, даже от хлеба постились, воздерживались. А сейчас уже прошло несколько часов, они спокойно едят харамное мясо. Или, даже некоторые говорят, смотрите, есть люди, которые воздерживаются от хлеба и воды, постятся, но разговляются мясом усопших своих братьев. О чем речь? Гайбат силев, злословие. То есть он здесь хлеб не ест, воду не пьет, а здесь спокойно человечье мясо ест. Потому что Аллах в Коране сравнил злословие о своем брате, когда ты говоришь за его спиной то, что ему не понравилось бы, это гайба, даже если ты говоришь 100% истину. Об этом еще и поговорим, иншаллах, да? Это злословие, это гайбат. Получается, ты пожираешь мясо усопшего, мертвого своего брата. Аллах сравнил это, потому что это то, чем мы брезгаем. Поэтому Аллах говорит, оставьте это. И вот это странно. Только что от хлеба постился, а уже мясо есть своего брата. Также ученые говорят, так странно, что многие мусульмане, они воздерживаются от своих халяльных жен. Во время поста нельзя же, но в то же время они целый день смотрят, взирают на гаураты чужих женщин. Да? Получается, он жене говорит, мотором у меня пост, все там, да? А в то же время он там смотрит, сюда смотрит. То есть он от халяльной жены воздерживается, но его глаза не постятся от харамных женщин. У него же нет стой никаха, а вот он на нее смотрит, на ее ноги там или еще куда-то, да? То есть здесь он воздерживается от своей жены, а там от чужой женщины не воздержался. То есть здесь он постится, а там разговляется. Вот поэтому ученые говорят, это очень странно, очень странно. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, ас-сауму джунна, то есть пост является щитом. Щит. Что такое щит? Во время войн, раньше, воины, помимо оружия, которым они защищались, нападали, меча, копья, им давали щит. То есть этим щитом они закрывали себя от стрел, от ударов. Так ведь? Это был щит, калкан, джунна. И вот пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, пост является щитом, который защищает мусульманина от адского пламени. Но для того, чтобы, это уже не хадис, ученые объясняют, для того, чтобы твой пост на самом деле оказался щитом и в судный день смог тебя защитить от адского наказания, в этой дунья, в этой жизни, пост должен защищать тебя от всех грехов. Твой пост должен заставить тебя оставить грехи. Вот в этом, дорогие братья, смысл поста. Аллах создает нам все условия во время Рамадана, чтобы мы прошли вот эти курсы подготовки богобоязненных рабов. Даже лишая нас хлеба и воды, Аллах Тааля воспитывает нас, чтобы мы научились воздерживаться от грехов. Зайнуль Абидин говорил, так же, как у Аллаха, так же, как у родителей, у пророка есть свои права, вот если у Аллаха права, мы должны только Ему поклоняться. Есть у рабов права. Права рабов перед Аллахом, если они будут поклоняться только Ему, не будут делать ширк, Аллах не будет их наказывать. Есть права родителей, права детей. И Зайнуль Абидин сказал, воистину у поста есть тоже свои права. Мы должны соблюдать эти права. Если ты хочешь, чтобы Аллах защитил тебя от адского пламени,
то ты должен защитить свой язык, свои уши, свои глаза, свои половые органы, свой желудок. От чего? От всего запретного. То есть человек, который будет поститься, но в то же время будет пренебрегать грехами, глаза смотрят на запретное, уши слушают запретное, язык говорит запретное, получается, он нарушает права поста. Да, кто-то может сказать: Хазрат, в книгах не написано то, что в графе, то, что нарушает пост. Там гайбета нет. Там нет харамных женщин, когда мы смотрим на них, да, или там ложь. Этого нет. И поэтому мы не можем сказать, что это напрямую нарушает пост. Но пост, когда ты оставляешь, еще раз говорю, хлеб, воду, свою халяльную супругу, и в то же время пренебрегаешь грехами, он теряет смысл. Он теряет смысл. И поэтому Ибн аль-Джаузи сказал: какой бы орган на теле человека не был, он обязан как во время Рамадана, так и после Рамадана, он должен поститься. Каждый орган всю свою жизнь. Потому что после Рамадана чужие женщины, они не станут для нас халяльными. Мусульманин не может сказать: так, еще 5 дней потерплю, потом после праздника, как начну смотреть на всех, да? Или там, так, еще 3 дня, сестра говорит другой сестре: 3 дня еще потерпим, потом праздник, после праздника будем гайбатить на всех, да? Нет. Поэтому Ибн аль-Джаузи сказал: неважно, Рамадан или после Рамадана, каждый орган тела должен поститься. И он сказал: пост языка, он должен оставить все, что отдаляет нас от Аллаха. Пост слуха, то есть ушей, он должен оставить все запретное. Пост глаз, он должен опускать, как Аллах говорит: «Ягудду мин абсарихим», он должен опускать свой взор от всего запретного. Вот поэтому таких слов от сподвижников очень много. Иншаллах, давайте на следующей лекции мы более подробно посмотрим. И сегодня хочу просто один хадис вам напомнить, дорогие братья, и этим завершу свои слова. Вот самое обидное, знаете что? Мусульманин, он может проявить очень много усердия и выдержать пост. Он может оставить свой мягкий диван, прохладу ложа, оставить семью, прийти на намаз. Но в итоге его пост может не приняться из-за вот этих причин, о чем мы сегодня говорим. И его намаз, вот то, что мы сейчас с вами 2 часа будем стоять, слушать хафиза, да, у нас ноги устанут, но не факт, что у каждого из нас примется этот намаз. Потому что где-то на каком-то перекрестке мы можем свернуть не туда, и шайтан нас обманет. Вот один хадис. У скольких постящихся, пророк саллаллаху алейхи говорил: пост не что иное, как просто жажда и голод. Вот ты сегодня постился? Да. А почему ты постился? Так вот я голодный, целый день не ел. Ты постился, а ангел пишет: он сегодня целый день голодный. Но про пост там не написано ничего. В судный день придешь и спросишь: а где мои посты? Вот сколько лет я постился, а тут ангелы скажут: а тут не говорит, что ты постился, ты просто ходил голодным почему-то. То есть пост не принялся. И пророк саллаллаху алейхи говорит: и у скольких выстаивающих намазы, стоящих на намазе, их выстаивание — это просто бессонные ночи. Он пришел утром на намаз весь сонный, потому что он всю ночь стоял на тахаджуде, но на самом деле пророк говорит: это не был тахаджуд, это не был намаз, он не принялся. Он просто целый день, целую ночь не спал. Это была бессонная ночь. Вот поэтому нельзя превращать свои посты, великие поклонения на просто жажду и голод. И нельзя превращать вот эти наши кьямы, да, из-за нашего забвения, из-за того, что мы там не можем понять, перед кем мы стоим, кому мы суджуд делаем, да, ради кого мы пришли сюда. Вот нельзя превращать наши намазы, Аллах сохласын, просто бессонные ночи.
Субханакаллахума бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.